На защите честной конкуренции, о темпах реализации национального плана, специфике работы ведомства и ближайших перспективах говорили сегодня в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Представителям СМИ также были представлены итоги работы за первое полугодие. По данным Центра гражданского анализа и независимых исследований, около четверти населения страны не знают, чем занимается Федеральная антимонопольная служба. Между тем, эффективная работа территориальных органов – один из важнейших факторов здоровой экономики региона. Если говорить простым языком, то антимонопольная служба существует для того, чтобы предприятия честно конкурировали между собой, не устанавливали неоправданно высокие или, наоборот, низкие цены на свою продукцию или услуги, чтобы не входили в преступный сговор друг с другом и с представителями власти, и чтобы те же самые власти не могли диктовать бизнесу собственные условия. О том, как работают антимонополисты в нашем регионе и каковы результаты работы за первое полугодие текущего года, говорили в ходе брифинга, прошедшего в управлении УФАС. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия подводит итоги сегодня своей работы за первое полугодие 2021 года. И мы разобьем на несколько секторов наш доклад сегодня, наши итоги. Это госзаказ, антимонопольное законодательство, реклама и административные дела. По госзаказу сначала. В рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд управлением в этом году рассмотрено 73 жалобы на 70 закупок. При этом 44 жалобы были признаны обоснованными, 29 жалоб были признаны необоснованными, либо частично обоснованными. В 31 закупках выявлены нарушения. Региональное управление антимонопольной службы ведет работу по многим направлениям. Это и контроль в сфере антимонопольного законодательства, а также в сфере госзакупок и госзаказов, защита конкуренции и контроль за соблюдением федерального закона о рекламе. Возложен на нас контроль за федеральным законом о рекламе, и в первом полугодии 2021 года возможно рассмотрено 6 дел. В основном расскажу суть дела. Это у нас получается СМС-спам. К нам поступает заявление от заявителя, что без их согласия на телефон поступает СМС-спам. Как ни странно, но и государственные ведомства часто нарушают антимонопольное законодательство. Выявление таких нарушений помогает сэкономить бюджетные средства. При заключении контракта с заказчиком допускается нарушение порядка заключения контракта. При этом случаи бывают разные, как нарушение срока заключения контракта, так и отказ заказчика или участника заключить государственный муниципальный контракт. Также мы хотели бы отметить, что в этом году, как и в прошлом году, крайне мало обращений у нас идет о включении недобросовестных поставщиков в реестр, а соответствующий реестр недобросовестных поставщиков. Ингушское управление Федеральной антимонопольной службы России проводит публичные обсуждения своей работы каждый квартал. Помимо этого, сотрудники ведомства регулярно проводят совещания с представителями других государственных структур в целях профилактики нарушений антимонопольного законодательства. Энвер Катиев, Джамалил Дударов, Дэни Тимурзиев. Вести Ингушетия.